насколько же красивые и якутские национальные украшения. И действительно, в каждое из них вложена не только любовь мастера, но а самое главное, конечно же, это все носит определенное значение. И сегодня мы своими руками будем также создавать интересные изделия ручной работы из бисера. И в этом мне поможет рукодельница, ну, как она говорит сама, начинающий мастер. Это Евгения Попова. Здравствуйте. Здравствуйте. Евгения, ну, красота неописуемая, конечно, да? И, знаете, говорить об этом можно часами, мне кажется, днями, годами. Но, конечно же, необходимо делиться опытом. Вот сегодня вы покажете нам небольшой мастер-класс. Что же мы будем делать? Мы сегодня будем делать брошки. Эти брошки называются броши-пуговицы. Они очень лаконичные, офисные. Они не для наряда, а можно надеть их как Аксессуар. как аксессуар. Ну да, это же можно ведь и на пиджачок, да? На пиджак, на рубашку, на пальто платьишко, очень пальто. красиво смотрится. Вроде бы маленькая деталь, но сразу же меняет образ, согласитесь? Да. Очень красиво. Ну, я думаю, в принципе, это занимает немного времени, да? Главная техника тут. Ну, кажется, что очень просто, но вот даже вот такие маленькие, они требуют все равно усердия. Когда маленькие изделия, они требуют аккуратности. Если не аккуратно, если даже ниточку плохо закрепили, то она у вас будет болтаться и будет некрасиво смотреться. Да, кстати, посмотрите, это только кажется, что здесь первый ряд, второй, третий ряд. На самом деле между бусинами это тоже бисер. Окантовочка это бисер. Трунца. Окантовочка бисер, а вот между бусинками это уже называется трунца, кантель называется, мягкая кантель. Все. Ну вот обо всем в этом по порядку, давайте. Да. Ага, очень не терпится посмотреть, с чего же все начинается. Хотя смотрится, что эти броши маленькие, но для него очень много нужно всяких материалов. Да. Ага. И вот эти материалы я покупаю с Алиэкспресс. Да вы что? Да. Мне вот эти стразы понравились тем, что они не простые вот эти стразы, а внутри есть крапинки золотые. И можно вглядеться в них, даже если когда вы носите, она непростая, можно засмотреться на них. Да, там переливаются такие, знаете, мелкие блестки внутри, и действительно такая непростая красного страза, да, цвета. Да. Вот я думаю, сейчас через камеру сложно будет передать эти мелкие вкрапления, но они есть. Но мы сегодня, так как у нас красный уже использовался, мы сделаем розовый. Хорошо. Для начала мы берем фетр. Это фетр жесткий, 2 миллиметра. Всегда надо брать жесткий, потому что на них удобнее пришивать. Если мягкий берете, то будет болтаться и все пришьется как бы не в то место. Так как у нас простое, есть более сложные, но для них нужны макеты специальные, а вот для таких пуговиц макеты не нужны. А это вот если хотите, чтобы у вас скрипичный ключ был, нужно вырезать сложную фигуру, вот в национальном стиле. Вот звезда, это как у вас, да, я так понимаю. Это у меня. Хотите звезду, вот, пожалуйста. Это у нас корпоративная брошь, которую я сделала для нашей работы. Я работаю в детском саду номер 1, «Звездочка». И я не ожидала, что так много закажут, но заказали очень много звездочек. Посмотрите, я, кстати, забегаю вперед. Вот, смотрите, это все для коллег было сделано, так сказать, а потом стало брендом, наверное, уже. Да, уже бренд нашего детского сада. Вот так, передаем привет, да, детскому саду. Здорово. Хорошо, когда есть такой талантливый сотрудник, да, придумала, и вот у всех теперь воспитателей, у сотрудников, у нянечек, у всех такая классная, креативная брошь. Когда у нас какие-нибудь мероприятия идут, то все уже одевают. В одинаковой броши.
Хорошо, ну к нашей брошке возвращаемся. Так, центральная у нас большая стразина, да? Да, стразы обязательно надо не только пришивать, но и приклеивать. Для клея мы берем Е600, это специально для рукодельниц. Можно использовать клей-момент, но он называется кристалл. Прозрачный. То есть. Да, но у него нету такого носика. Вот с таким носиком очень удобно приклеивать. Кстати говоря, Евгения, да, мы не первый раз работаем с бисером, не первый раз шьем, но я клей такой вижу впервые. Обычно, да, мы использовали клей-момент прозрачный, да, но такого железного тоненького носика у момента нет. Но многие мастерицы уже знают, им удобно. И смотрите, и в крышечке, да, уже есть вот такое, как бы... Закрывает. Да, это получается иголочка, которая входит в носик, и, соответственно, нет проблем с... Потом... Это еще приноровиться да, надо да, попасть. да, попала не с первого раза еще. Итак, запоминаем. Это Е6000. Да, Е6000. Вот так. Хороший клей берем на заметочку. Итак, стразину приклеиваем. Немножко ждем, чтобы клей прихватился с двух сторон. И мажем стразину, и вот здесь на фетре тоже приклеиваем. Пока у нас сохнет, подсыхает клей, да, давайте посмотрим ваши работы. Но любой мастер, конечно же, славится своими работами. Это красивые серьги, да? Да, якутские серьги. Якутские серьги. Я вот сейчас, когда посматриваюсь в детали, здесь столько деталей, ну просто, я не знаю, сколько уходит примерно времени на сережки такие. Ой, день. День? Если сидеть, то день, да. День. Ну, наверное, вечность можно было бы не делать. Так, хорошо, здесь у нас... Но вы, видимо, все-таки любите броши, да? Вот сразу видно, человек любит броши. У нее и звезды. И вот такой паук красивейший. Этот паук я делала по мастер-классу Анжелики Токаревой. Габышевой, Токаревой. Да. Ага. У меня тоже есть такой от нее как раз-таки паучок такой. Да. Для начинающих мастериц все-таки надо, я думаю, покупать вот эти мастер-классы, да? потому что они идут с материалами. Если ты начинаешь сама покупать, ты больше потратишь, чем что-то получится у да, тебя. чем что-то получится. Посмотрите, какая милота. Солнечная девочка такая. Это мой, как называется, только начала и присматриваюсь. Я хочу там еще что-то ввести будет, изменения. Ну, будет только у вас такая. Да, якутяночку хочу сделать. Да. Скоро дети Азии, мне кажется, будет актуально. Так, возвращаемся. Приклеили нашу. Приклеили, а теперь мы ее будем пришивать. Пришиваем мы мононитью. Мононить, она, мастера очень, разные они выбирают нити. Там есть еще шелковые нити, есть еще вот рыболовные специальные лески. Но с леской я тоже работала. Мне пока это не очень тонкая леска. Да, очень тонкая леска. Она очень дорогая. Да? Да. 0,12 написано миллиметров. И она просто даже не вырезается ножницами. Ее надо вырезать. Куда я делала? Вот. Кусачками какими-то. Нет, это не кусачки, это нагревается. Прижигается. Прижигается, ага. Вот этим Господи. только отрезает. Посмотрите, какие тут даже запахло сразу. Вот такое есть приспособление для разрезания лески. То есть оно его прижигает. Да, а вот это леску небезопасно, да? Уберем лучше. Евгения, а вы как давно стали заниматься таким вот прикладным искусством? Я, когда сидела в декретном отпуске. Что часто бывает. У нас просто в Якутии, мне кажется, половина мастериц так именно появилась. Начинают все в декретном отпуске. Да. И вот пошли, наверное, на курсы, да, первые онлайн, да? Да, онлайн-курсы. Я сначала смотрела в Ютубе. Очень хорошие и качественные там мастер-классы тоже есть, которые подробно объясняют.
Но то, что я выбрала мастер-класс с материалом, я очень рада этому, потому что закупать в Якутске в одном месте ты никак не сможешь. Надо несколько магазинов обойти. А мастер-класс покупаешь, и тебе привозят уже все материалы. Бисер, нитки, все и все. Да, ты там уже пробуешь и для себя решаешь, да? Да, Хочешь и ты у этим тебя заниматься лучше или нет? получается, потому что мастерицы все-таки знают, какой материал удобней, как красиво смотрится. И вот поэтому все-таки надо мастер-классы покупать. Так, по поводу пришивания нашей стразы. Обратите внимание, да, значит, вы пришиваете, там есть определенные дырочки, тут много ума не надо, да? Да. А вот потом вы фиксируете это все равно на оборотной стороне. Зачем? Мне так удобнее, потому что когда делаешь вот этот кончик, и она не всегда может держаться, и поэтому я ее как бы ловлю на петле. И тогда я точно уверена, что она будет держаться. И по 2 раза проходим, чтобы страза держалась, не по одному разу. Это дает мне уверенность в моем изделии, что она будет держаться. Крепко, да? Да. Так, мы видим тут обилие различных страз. Но это для прям девочек, да? Прям и так блестит. И здесь блестит, да? Это вот в основном вы используете на центре, да? В центре. На сережек, либо вот нагрудных. Стразы бывают разные, ценник бывает разный. Это я покупала в Алиэкспресс, она премиум качество. Хотя и говорят, что китайское все дешевое и не очень качественное есть, если вы хорошо попадете в хороший магазин. А хорошие магазины всегда ищите там, где советуют мастерицы. Я всегда смотрю, чтобы самой не ошибаться, лучше смотреть у мастеров. Откуда, из какого магазина купили. Тогда вы будете уверены, что вы прямо попадете в качественные изделия. И они всегда смотрят на цену, всегда говорят, некоторые мастера, говорят, что нужны вот дорогие советы, дают. Вот, а я сейчас смотрю, мы переходим к теме бисера, да? Да. Все говорят чешский бисер, чешский, а кто-то говорит нет, и китайский хороший. Что скажете вы? Я все-таки Да, китайский премиум качество тоже бисер появился, но все равно я доверяю чешскому и японскому. Японский тоха, оно нам дешевле, чем миюки. Миюки, она дорогая, чем тоха. Даже если вот так присматриваетесь, вроде на фотографии и в магазине стоите, вот китайский бисер, вот это китайский, а вот это уже чешский бисер. Вроде смотрите, они одинаковые, но когда начинаете пришивать, вы уже тогда замечаете, что центр, он где-то на другом месте. И когда пришиваешь, она уже не так красиво смотрится. И размеры разные, когда у них одна маленькая, одна большая. Даже маленькая разность в толщине, это сразу смотрится на качество работы. Ой, кто бы мог подумать, я смотрю 2 баночки, идентичный бисер. На самом деле и центр смещен, и размеры разные, а когда ты кропотливо сидишь не 1 час на изготовление своего изделия, конечно, принципиально важно, чтобы ряд был ровненький, да, чтобы все было идеально. Здесь вот прям все должно быть до мелочей, да? Давайте продолжим. Сейчас мы берем бусы. Бусы у нас стеклянные. Мне не нравятся бусы пластиковые. Пластиковые некоторым мастерам нравятся, но они, как бы сказать, они легкие, да, вроде красиво смотрятся, но стеклянные, даже если будете держать, они на ощупь тоже различаются. Стеклянные, они потяжелее. А вот бусы пластиковые, они очень такие легкие.
на вес. Но они очень быстро царапаются. Стираются, Да, перламутр, стираются. вот это, да. Да. А на стекле такого не будет? А на стекле, да, нет, они тоже будут царапаться, но не так, как на пластике. На пластике это как-то не очень красиво смотрится. Быстрее, да, всё-таки. всего? Ага. Сколько нам бусин нужно будет? А бусы уже вокруг пускаем. И это... Впритык, да? Ага, притык. Немножко даем место для... Сильно близко тоже к стразе нельзя подходить, потому что когда первый раз я делала, я все делала впритык. Думала, чем меньше места смотрится, виднеется, тем лучше. Оказывается, нет. Если вы сильно друг другу близко делаете, чтобы ничего не было видно, то это... Нет, мне не кажется. Это точно, что смотрится Неверно, она некрасиво. Не очень хорошо. Всегда же можно будет туда потом лучше что-то добавить, да? Да. Чем- Лучше можно даже и не добавлять. Пускай лучше пустота вот это будет между, да, бусинами. Чтобы ряд был красивый, нельзя брать все бусинки и вокруг него пускать. Чтобы ряд красиво смотрелся, нужно набирать по 2 бусинки, потом между бусинками выходим и проходим через вторую бусинку. И она будет ложиться ровней, чем вы весь наберете и будете вот так пришивать Все по одному. понятно. Итак, сначала пришиваем 2 бусинки, ну как обычные бусинки пришиваем, но потом между ними нужно еще раз пройти и вынуть опять уже на новую дорожку, да? на эту? Ага, и потом опять 2 бусинки и 2 опять бусинки. начинаем. И глазомер все-таки тоже важен для мастеров. Но еще нужно быть очень аккуратным. Да. Вот вы Первый, когда я только начала, я все время пользовалась вот этими линейками, всегда округляла, думала, все надо прям красиво, чтобы на месте лежали. Но когда у человека глазомер, ну, мне более-менее. кажется, со временем ты начинаешь уже привыкать и смотреть, что где лежит. Ну, Уже и все на вообще- глаз. Всё да, хорошо и все на получается. глаз начинаешь делать. Как здорово. И сколько лет вот у вас ушло на то, чтобы вот сейчас так владеть этим искусством, так сказать? Ну, сколько лет вы уже этим занимаетесь? С 2016 года это, ну, сейчас я думаю, да, я Ну, уже это- хорошо шью. Хорошо шьете, да? Но это ваше не основное, да, как бы, да, Да, не род основ- деятельности. Это у вас как бы хобби, поэтому, наверное, да, времени не особо это- много у вас, да, Да, это занятие для моей души. для души. Для души. Вот смотрите, какая бывает разная окантовочка. На одной броши вот из бисера, а на другой вот уже из пайеточек. То есть вы представляете, сколько всего можно разного придумать, да? И совершенно уже другой вид. Вот если брошь посмотреть. Сбоку выглядит вот так. Но в любом случае это очень красиво. А самой вот больше нравится что делать? И в якутском таком Ну вот стиле я и- начала с изготовления брошей, а Мгм. вот последнее время мне понравились вот эти украшения наши. Мгм. Сережки в якутском народном стиле. Но сегодня у нас очень много мастериц, да, кто занимается этим делом. Да. Так сказать, конкуренция большая у вас, да? Нужно постоянно все время что-то придумывать, что-то новенькое, да? Да, всегда смотреть, наблюдать за мастерами, Да. что они делают. И что-то новое, да, постоянно Да. делать. Тем временем вы Всё. уже по кругу обшили нашу стразину, да? Да, обшила. И Посмотрите. вот сейчас мы между стразинами будем прибавлять трунцал. Трунцал это Это такие у нас красивые пружинка. спиралью. Спиралька ага, какая-то. Да. А она бывает разная. Посмотри, Она она очень бывает легкая и разная. тянется сильно. Мгм. Очень тонкая пружинка. И бывают
жесткие канители, они хороши для окантовки. Окантовка для брошей. Окантовка всегда нужна, мне кажется, для брошей. Ну, некоторые любят делать без окантовки, но окантовка дает как бы конечную границу. Ну, И она лучше смотрится. Иногда бывает, что когда делаешь, например, вот это можно было сделать без канители, да? Но Сережка. это все равно некрасиво бы смотрелось. Да, вот здесь. Канитель это вот эта желтая, видите, золотистая такая полосочка. Это все мелкая пружинка тоже, да? Да, для рисунка всегда, например, мы делаем основные линии, да? А вот для шитья все-таки канитель является тоже вот как бы основной линией. Так, итак, как работать с канителью? Канитель, давайте мы возьмем такую, да, Яркую. серебряную и начинаем ее отрезать. Берем на глаз тоже примерно. Так, по одному 4. сегменту каждому? Да. 2, 3, 4. Там узорчики есть, и я примерно по ним считаю. Но сначала надо примерить. Лучше не вырезать сразу. Сначала примерка, потом только отрезать. Так вы можете испортить свой материал и потерять. И вы иголку вовнутрь канителя? Да, вовнутрь. Продеваем, вот да, видите? Туда, в серединку. Ага. И вот она у меня, да, подходит. А видите, если ее растянуть, то она обратно не сходится, уже все как пружинку Да, растянули. Всё, вот да? эту твердую можно растягивать, а мягкие нельзя растягивать. Мягкие они такие Очень нежные. нежные. Ага. Я между ними провожу не только один раз, ну, тоже для своей уверенности я второй раз прохожу ниткой. Красиво. То есть вы просунули иголочку в канитель и просто ее с одной стороны и с другой стороны продеваете. Ну Да. вот посмотрите, то есть между бусинами у нас появился такой тоненький серебряный Да, он украшает, он блестит. объем Да. придает еще. И вот между ними нить она скрывает. Я уже посчитала, там 4. Да, 4. И теперь уже считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 между бусинками. Мне 8 надо. 1, 2, 3, 4. Вот так. Таких вот 8 деталей. Да, 8 деталей надо. 2, 3, 4.